Добрый вечер, город. Программа ДВН приглашает вас в увлекательное путешествие. Но на этот раз не в оленеводческие стада, а в столицу нашей Родины, многострадальный город-герой Москву. Я, конечно, не Юрий Сенкевич, но, впрочем, наверное, всем интересно посмотреть, что творится в это время в Москве. Итак, поехали! Вот и Москва. Естественно, мы сразу ринулись на Красную площадь. Там все без изменений, если не считать, что впервые за 70 лет над Кремлем развивается российский флаг. Вы, наверное, его заметили слева. Мавзолей на своем месте. По настоятельной просьбе моего оператора мы посетили мавзолей. Жаль, что съемки там запрещены. Эта темнота связана с тем, что в Москве чьи-то мудрые головы перевели часы на 2 часа вперед, и поэтому теперь в Москве, начиная с 3 часов, темень и напоминает это такой заполярный город. Впрочем, это не единственное неудобство в Москве. Вот сейчас вы посмотрите, сколько на часах. На часах 17:45. И в это время мы начали свою первую съемку. С площади Революции перенесемся к музею Революции. В этом музее выставлены экспонаты недавнего августовского путча. Вот этот трактор противостоял танкам, а этот троллейбус вы, наверное, часто видели в дни августовского путча по телевидению. Вот на что превратили его наши советские танки. Это 6-й номер, Садовое кольцо, Макдональд. К тому времени, когда мы там были, там еще были огромные очереди. Но вот теперь центральное телевидение сообщает, что очередей нету, потому что все подорожало. Кстати, чем интересна Москва, что там происходят интересные встречи. Вот абсолютно случайно Борис Николаевич Ельцин мелькнул. Ну и тут еще одна незапланированная встреча. Но, наверное, все-таки будет приятно. Так, Михаил Сергеевич Горбачев одобрил нашу программу и сказал, что, ребята, все пока нормально. А это уже Арбат. Я думаю, те из вас, кто был в Москве, непременно пытались попасть на Арбат. Что ж, Арбат в свое время был таким культурным центром. Сейчас Арбат намного стал проще и примитивнее. И нет уже того культурного подъема тех интересных людей, которые были. Он сейчас стал такой самоварно-матрешечный. Даже те талантливые художники и музыканты, которые в свое время пытались выступать, за редким исключением, покинули Арбат. Ну, наверное, на это есть свои причины. А пока Арбат знаменит тем, что иностранцы скупают там сувениры в качестве деревянных ложек и самоваров, а также матрешки с нашими прошлыми и настоящими лидерами страны. В городе далекой Индии я точно не могу сказать, кого они представляют, эти ребята. Да, в принципе, мы не пытались выяснить. Ну вот, если им нравится, значит, можно слушать. Если не нравится, пожалуйста, можешь пройти, вот, полюбоваться такими расписными самоварчиками. Каждый самоварчик в пределе $200, так что, если у вас есть валюта, вы ее можете потратить на московском Арбате. Людей по-прежнему также много, но, скорее всего, ностальгия по Арбату. Я еще раз говорю, что если у вас сохранился Арбат в таком виде, каком вы его видели 2-3 года назад, то не пытайтесь туда попасть, вы будете просто разочарованы. Картины, которые висели и 5, и 3 года назад, так они и продолжают висеть, ну просто, наверное, на потоке. Вот я сейчас скажу, что мне это понравилось, вернее покажу, но я точно не знаю, что мне в этом понравилось. Арбат в свое время был знаменит поэты, встречались буквально через каждые 50-70 метров. Ну вот во время нашего приезда попался всего один. А вот ребята пьют холодное московское пиво. Кстати, я не знаю, где они его достают. С пивом в Москве бешеная проблема. Вот из московских поэтов послушаем. Коммунисты и доходяги, демократы и сталинисты, вы обмануты все бедняки. Уважаемые товарищи, меня зовут Владимир Шпионский, я профессиональный поэт. Читаю вам свои вещи из последнего арбатского сборника. В моей праздничной программе под названием «Секс, ЦК КПСС» или «Участники путча, дерьма путча», вы услышите буквы, приколы, анекдоты и эпиграммы в адрес товарищей Горбачева, Ельцина, Рудского, Силаева, Назарбаева, Нишанова и некоторых других наших бывших и настоящих руководителей. В общем, минут 12
посмеемся вместе. И единственная просьба, чтобы мне на всю улицу не кричать задние еды. Ребята, чуть-чуть поближе, вот это сзади надо стоять. Ну, а начну с эпиграмм. Гинекологическая эпиграмма. Скоро век, как страна беременна, чуть от Сталина, чуть от Ленина. Ну, а без талонов сейчас даже шагу ступить нельзя. По талонам кислая, по талонам сладкая. Вот что ты наделала, голова с оплаткою. А вот все вы знаете, что на Красной площади стоит памятник депутату Минину и князю Пожарскому. Однажды Минин наклоняется к князю и, показывая рукой на кремлевскую стенку, заявляет: «Князь, смотри, какая мразь у стен кремлевских улеглась». А вот 20 августа, когда Борис Николаевич Ельцин поговорил по телефону с Бушем, он вышел к народу такой радостный и сказал несколько слов, которые у нас называются нецензурными, по поводу путчистов. Я написал небольшую эпиграммку, которую через 2 часа Борису Николаевичу лично в руки и передал. В Белом доме Буш и Боя, наш Верзила, с ним не спорят, называет Жорку братом, а путчистов кроет матом. Вот я однажды выступаю, а ко мне одна женщина подходит и говорит: «Ну что ж вы их все критикуете? Они такие бедные и несчастные. На них на каждого в день по 2 помойных ведра выливается. Вы хотя бы наших любимых, Михаила Сергеевича и, главное, дорогую Рахиля Максудовну от нападок защитите». Я говорю: «Максудовну, да с удовольствием, клевое дело». И написал эпиграмму, которая называется «Забота посвящается чете Горбачевых». Спасибо, партия родная, спасибо, Миша и Раёк. Я каждый день вас вспоминаю, когда сажусь попить чаек. Страна уселась на диету. Ну что ж, да здравствует паёк. Чтоб не страдать от диабета, ввели талоны на песок. И женщины теперь, мы знаем, все будут стройными, как Рая. Вот такая страничка поэзии, если это можно, конечно, назвать поэзией. Скорее всего, это симбиоз политики и порнографии. Похоже, что музы покинули старый добрый Арбат. А, впрочем, вот с правой стороны раздается мелодия, знакомая мелодия Дьюк Эллингтона «Караван». Эти музыканты, наверное, известны многим нерюнгринцам, которые были в Москве. Они довольно давно, уже несколько лет играют и на Арбате, и на ВДНХ, и в парке Измайлова. В общем, наверное, есть что еще пока послушать на Арбате. Кстати, у нас в городе тоже было такое начинание, вы помните? Возле ГУСа у нас собирались художники и музыканты и пытались играть. Но вот куда-то они исчезли. Наверное, просто не климат. Даже московские музыканты играют при плюсовой температуре в перчатках, а нашим просто пришлось бы сурово одеваться. Ну ладно, послушаем пока добрый старый джаз.
Ну что ж, похоже, не все музы покинули Арбат, и там еще пока еще что-то можно посмотреть. А мы покинем Арбат и опустимся в лучшее в мире московское метро. Наверное, когда-то оно было лучшим, а вот теперь деление времени и просто московское метро невозможно узнать. Многие станции просто изменили название. Станция ВДНХ. Теперь, допустим, знакомая нам всем станция Нагина стала Китай-городом. И так очень-очень много станций. Ну что ж, пользуясь всем набором потенциальных туристов, мы с Красной площади и Арбата переносимся на ВДНХ. Вот сейчас мы поднимемся по эскалатору, и прямо напротив нас будет гостиница «Космос», в которой, наверное, немногие недонгринцы проводили свое свободное время в Москве. Впрочем, наверное, не стоит об этом жалеть. Есть в Москве и более интересные вещи. Вот знаменитая гостиница «Космос», а сейчас слева от нас будет ВДНХ. ВДНХ было построено давным-давно отцом народа, товарищем Сталином, и было такое небольшое показушное шоу. Недавно мы совсем узнали, что, оказывается, эти павильоны, шикарные павильоны построены из досок и фанеры, там очень холодно, и со временем они очень скоро должны просто развалиться. А в принципе сейчас там смотреть абсолютно нечего, разве что обратить внимание на московских ворон, но наши-то будут и покрупнее, и получше. Но, наверное, в Москве просто трудно с продуктами. А это выставка автомобилей. Автомобили со всего мира. Но здесь больше любопытных, чем покупателей. Вот этот линкольчик стоит 2 миллиона, правда, советских рублей. А вообще цену от 600 тысяч и выше. Так что если у вас есть 600 тысяч или 2 миллиона, вы можете купить себе машину в Москве на ВДНХ. Ну, наш фильм подходит к концу. Мы покидаем ВДНХ и возвращаемся в свою гостиницу. Ну что ж, из нашего маленького фильма вы, наверное, поняли, что в Москве сейчас делать абсолютно нечего. Это голодный, злой и холодный город. Если у вас есть возможность в ближайшее время не лететь в Москву, пожалуйста, не летите, вы немногое потеряете. Тем более, что в нашем городе пока все и в плане продуктов, и в плане социальной стабильности немножко получше, чем в нашей столице. Происходят даже определенные события. Вот у меня несколько объявлений. Спорткомплекс «Шахтер» просит всем, кто прошел курс обучения бесконтактного центра Джуны, сдать документы и получить диплом в спорткомплексе «Шахтер». Еще одно объявление. «Шахтер» реализует как за безналичный, так и по наличному перечислению следующий инвентарь и оборудование. Стойка волейбольная 19 штук по цене 377 рублей. Стойка настольного тенниса 3 штуки по цене 212 рублей. Ратибора, наверное, правильно сказал, не знаю. 4 штуки, цена 13 396 рублей. Штанга 50 килограмм, 3 штуки, по цене 92 рубля. Тренажер Тонар 10 штук, цена 343 рубля 55 копеек. Гантели 9 килограмм, 10, 16 и 16. Соответственно, по цене от 20 до 32 рублей. И еще одно последнее объявление по спорткомплексу «Шахтер». На стадионе состоится первенство зоны Дальнего Востока по хоккею с шайбой. 4-5 декабря встречается Беркокит-Уссурийск, начало в 19 часов. 14-15 декабря Беркокит-Магадан. Начало 14 декабря в 16 часов, 15 декабря в 15 часов. 19 и 18 декабря Беркокит-Хабаровск. Начало встречи в 19 часов. Это все, что касается любителям спорта. И вот буквально несколько минут назад нам сообщили, что сегодня закончила свою работу постоянно действующая конференция работников медицины и здравоохранения нашего города. Если вы помните, они выдвигали нашему горсовету ряд условий. Эти условия, за исключением одного повышения заработной платы на 90%, выполнены, но все остальные условия не выполнены, поэтому это не решает проблему нашего здравоохранения. С понедельника работники здравоохранения работают, как и обещали, на одну ставку, вот уже второй день, и приняли такое решение, что продолжит эту работу, что, естественно, откладывает определенные неудобства для наших горожан и для наших больных. Завтра состоится встреча руководителей горсовета с руководителями нашей медицины. Вот такие новости. До свидания. Всего доброго.